В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». С вами я, Ирина Аршба. Здравствуйте. В начале программы обзор главных событий уходящей недели, с которым вас ознакомит Эрик Хашба. В Сухуми прошла встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджиба с общественностью страны. На встрече приняли участие члены правительства, депутаты, представители силовых структур, главы районов и сел, представители политических партий, общественных организаций, деятелей науки и культуры. Главной темой стала необходимость достижения консенсуса между властью и оппозицией в решении глобальных проблем республики. Было принято обращение участников актива к президенту с предложением ужесточить меры воздействия на политических деятелей любого ранга, призывающих к насильственному свержению власти, чреватому опасными последствиями нашего государства. Единственный выход, как отмечается в обращении, обсуждение проблем в рамках диалога. Президент Рауль Хаджиба принял мастера спорта СССР, победителя чемпионата мира по самбо среди ветеранов Бориса Богателия. Принимая Бориса Богателия, Рауль Хаджиба отметил, что на счету у спортсмена не одна победа на международных чемпионатах, и он продолжает соревноваться, несмотря на свой возраст. Глава государства также подчеркнул, что успехи, которых достиг в спорте Борис Богателия, служат достойным примером подрастающему поколению. Борис Богателия, поблагодарив президента за прием, отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом. Национальная безопасность Абхазии стала темой разговора в Ассоциации работников средств массовой информации в рамках круглого стола под названием «Границы суверенитета». Эксперты дали концептуальный анализ в области обеспечения национальной безопасности, таких как своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз. Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Домени обратил внимание на то, что абсолютной независимости в природе быть не может, даже при полной самодостаточности. Есть только более или менее зависимые люди и страны. Для того, чтобы определить степень суверенитета, в частности для Абхазии, необходимо четкое определение не только собственных национальных интересов, но и интересов стран, с которыми Абхазия вступает в отношения. Участники круглого стола обратили внимание на то, что общество бурно реагирует на все процессы, происходящие в стране. При этом общество должно анализировать и принимать участие в происходящем. Также было отмечено, что суверенитет дает большие возможности, которыми государство должно воспользоваться. Вопросы поддержки реабилитационных центров в Республике Абхазия для детей больных ДЦП посвящалось совещание, которое провел президент Рауль Хаджиба. Международные организации, спонсировавшие работу 3 реабилитационных центров в Гале, Тпарчале и Ачамчире, прекращают свою деятельность в Абхазии. На сегодняшний день эти центры обеспечены всем необходимым оборудованием. В них проходит лечение более 600 детей из всех районов республики. Помимо врачей в центре работают преподаватели, психологи, массажисты, которые ежедневно занимаются с детьми. Реабилитационным центрам оказывают помощь и благотворительные организации, например, такие как фонд Ашана или же Международный фонд Апсне. Президент Рауль Хаджиба поручил правительству в течение недели разработать проект с целью осуществления финансирования всех реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями в полной мере. Президент Рауль Хаджиба встретился с руководством международной организации ЮНИСЕФ в Абхазии. Рауль Хаджиба выразил благодарность международной организации за проделанную работу. Глава представительства ЮНИСЕФ в Абхазии Лайла Омар-Гад поблагодарила президента за прием и сообщила о том, что приняла участие в открытии центра, который будет оказывать помощь детям с нарушением слуха. Президент Рауль Хаджиба подчеркнул, что руководство страны и впредь будет оказывать поддержку в реализации подобных проектов. Рауль Хаджиба принял сопредседателя женевских дискуссий Анти Турунина. Иностранный дипломат поблагодарил президента за встречу. По его словам, работа в рамках МПРИ проходит достаточно эффективно. Президент поблагодарил Анти Турунина за активное участие в переговорном процессе и выразил надежду на эффективность проводимой работы. Программа кредитования, которую осуществляет Министерство экономики Абхазии, стартовала в 2015 году. В ее рамках реализовано уже несколько проектов, в том числе и в Ачамчирском районе. Министр экономики Адгур Ардземба посетил несколько объектов, строительство которых осуществляется в рамках этого проекта. В селе Кöndag идет строительство тепличного комплекса. Более 2 гектаров земли здесь подготавливается для производства томатов. Еще один объект, который посетил министр экономики Адгур Ардземба, это фабрика по переработке фруктов в абхазские сады. Строительство этого объекта было начато около года назад. У жителей теперь появилась возможность сдавать сюда местные фрукты для их дальнейшей переработки. В течение года более 600 тонн джема будет перерабатываться на этом предприятии. На реализацию проекта было затрачено более 80 миллионов рублей.
По приглашению Государственной карантинной инспекции Абхазии в республике находятся представители Россельхознадзора. Они изучают фитосанитарный контроль и работу Государственной карантинной инспекции республики. Делегация побывала в Пицунском тепличном комплексе по выращиванию томатов «Авай-Агро». Территория Пицунского тепличного комплекса по выращиванию томатов «Авай-Агро» расположена на 5 гектарах и позволяет выращивать до 5 видов томата. Но в связи с проблемами сбыта этим летом фирма понесла большие убытки. Если вопрос сбыта продукции не будет решен положительно, более 70 сотрудников останутся без работы. Сотрудники Россельхознадзора не дают никаких обещаний, они только изучают возможности. Представительная делегация из Россельхознадзора пробудет в Абхазии до конца недели. В их проверку входят также и цитрусовые плантации. Результаты работы станут известны позже. Работники милиции Абхазии отметили 95 лет со дня создания. В столице республики прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. С утра сотрудники милиции возложили цветы к памятнику во дворе Министерства внутренних дел коллегам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. 52 сотрудника органов внутренних дел сложили головы. 13 удостоены наивысшей государственной награды – звания Герой Абхазии. 110 сотрудников милиции награждены государственными орденами и медалями. Затем состоялось торжественное собрание, посвященное Дню милиции. Во встрече приняли участие ветераны милиции, президент республики Рауль Хаджимба, руководители правоохранительных органов страны. За высокие результаты, достигнутые в оперативно-розыскной деятельности и в связи с празднованием Дня милиции, ряду сотрудников была объявлена благодарность. Они также были награждены медалями за безупречную службу. 57 сотрудникам приказа министра внутренних дел присвоены очередные специальные звания. Новое издание «История Абхазии» вызвало недовольство в некоторой части нашего общества, а именно глава учебника «Новейшая история Абхазии», в которой дан фактологический материал о событиях 2014 года. На круглом столе, прошедшем в офисе общественной организации «Айтера», обсуждался вопрос, каким должен быть учебник по истории Абхазии. Во встрече приняли участие известные в научных кругах историки, депутаты парламента, члены общественной палаты, общественных организаций. По мнению участников обсуждения, события современной истории нашего государства в книге описаны в спешке. Для полномасштабного и объективного осмысления оценок должно пройти какое-то время. На встрече предложили сформировать группу независимых ученых для издания учебника в новой редакции в части, касающейся новейшей истории государства. Деятели культуры рассказали о новых проектах и планах на ближайшее время и на следующий год на пресс-конференции в Арс Мира. Музыканты раскрыли тайны новых проектов и концертных программ. Любителей музыки ждет много нового и интересного. Искусствоведа Смаджения поведала о том, что через 2 недели впервые в Государственной филармонии состоится фортепианный концерт, который будет сопровождаться камерным оркестром. Также 22 декабря все желающие смогут насладиться новогодней концертной программой. Министерством культуры утверждены мероприятия и на будущий год. Энциклопедия для детей от 3 до 6 лет, так называется книга, презентация которой прошла в Государственном фонде развития абхазского языка. Издание готовилось на протяжении 5 лет, и ее созданием занимались как сотрудники фонда, так и специально приглашенные художники, поэты, методисты. Ее автором является сотрудница Фонда развития абхазского языка Майя Амичева. Книга является хорошей подмогой для подготовки детей к школе. Эксперты, которые присутствовали на презентации, выразили уверенность, что книга будет востребована не только в детских садах, но и в каждой семье. С 3 по 5 ноября делегация МИД Абхазии во главе с министром Дауром Ковой находилась в Москве с рабочим визитом. Состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и России Даура Ковы и Сергея Лаврова. Также наша делегация посетила посольство Сирии и Венесуэлы в Москве, где состоялись встречи министра и послов этих стран. Давайте вспомним подробности встреч. В рамках визита делегации Министерства иностранных дел Абхазии в Москву состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и России Даура Ковы и Сергея Лаврова. На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Речь шла о реализации конкретных мер по укреплению международных позиций Республики Абхазия при содействии Российской Федерации. Были затронуты приоритетные направления скоординированной работы в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы отметил, что регулярные встречи между странами способствуют расширению межгосударственного сотрудничества в самых разных областях. Положительная динамика наших двусторонних взаимоотношений позволяет нам в полной мере говорить о скоординированности абхазо-российских подходов в решении общих для нас задач.
Последовательная реализация статей договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года, договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, других межгосударственных соглашений является для Абхазии приоритетом в осуществлении внешнеполитического курса руководством республики и создает в том числе предпосылки к расширению круга официально признавших государств и созданию условий для вступления нашей страны в международные организации. На встрече также обсуждалась возможность создания абхазо-российской рабочей группы с целью выработки плана мероприятий для практической реализации статьи 4 договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что между странами на протяжении многих лет сложилась прочная договорно-правовая база, которая регламентирует на сегодняшний день практически все сферы взаимодействия. Полномерная совместная работа по заключению дополнительных соглашений продолжается в соответствии с теми областями, которые предусмотрены договором о союзничестве и стратегическом партнерстве. Сейчас в проработке находится порядка 30 документов. И рад сообщить, что вчера Государственная Дума ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск. Мы приоритет придаем нашему социально-экономическому сотрудничеству, содействию восстановлению Республики Абхазия. Успешно реализуется инвестиционная программа на 15-17 годы. Мы намерены последовательно наращивать поддержку Абхазии на международной арене. И, конечно же, рассчитываем на тесную координацию действий в рамках женевских дискуссий по Закавказью, прежде всего с точки зрения продвижения договоренности, юридически обязывающей договоренности о неприменении силы. Затем в посольстве Сирийской Арабской Республики в России министр иностранных дел Абхазии Даур Кови встретился с послом Сирии в России Риадом Хаддадом. Обсуждалась текущая ситуация в Сирийской Арабской Республике и перспективы налаживания сотрудничества Сирии и Абхазии. Даур Кови выразил поддержку усилиям легитимного правительства Сирии в борьбе с международным терроризмом. Он подчеркнул значительную роль, которую играет Россия в урегулировании ситуации в Сирии. Еще одна встреча Даура Кови состоялась в посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации с временным поверенным в делах Венесуэлы Хосе Григорио Эскалона. В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних абхазо-венесуэльских отношений. Хосе Григорио Эскалона выразил уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного взаимодействия Венесуэлы с Абхазией. Даур Кови отметил важность всестороннего сотрудничества между нашими странами, обратив особое внимание на необходимость активизации гуманитарных контактов. По окончании встречи Даур Кови и Хосе Григорио Эскалона обменялись памятными подарками. В рамках визита в Москву глава внешнеполитического ведомства Абхазии также провел совещание в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации. Даур Кови поблагодарил дипломатов за эффективную работу и призвал проявлять инициативу в разработке перспективных предложений. Сария Смыр, Мизан Ломия, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Даур Вадимович. Здравствуйте. Даур Вадимович, это был ваш первый визит в должности министра, первый официальный визит в должности министра в Москву. Как вы оцениваете состоявшейся встречи? На самом деле это был первый рабочий визит, который состоялся в Москву по приглашению Министерства иностранных дел Российской Федерации. 3 ноября у нас состоялась встреча с министром Сергеем Викторовичем Лавровым. Хочу сказать, что встреча проходила в очень такой теплой, дружественной атмосфере. На встрече мы обсудили очень широкий спектр вопросов абхазо-российского взаимодействия. Говорили о вопросах, связанных с возможностью признания Абхазии другими странами. Проговаривали целый ряд актуальных моментов, связанных непосредственно с внешней политикой. Обсуждали вопросы женевских дискуссий. И самое главное, то, что я хочу отметить, мы на встрече говорили о конкретных мероприятиях, которые способствовали бы реализации статьи 4 договора о стратегическом партнерстве, которая предусматривает расширение ряда стран, которые бы признавали позиции Республики Абхазия. И в этом аспекте мы проговорили возможность создания
рабочей группы абхазо-российской, которая непосредственно уже бы участвовала в этих мероприятиях. То, что говорилось, да, именно конкретные меры по укреплению международных позиций Республики Абхазия при содействии Российской Федерации. А вот поподробнее нельзя, о каких именно конкретных мерах идет речь? Речь идет о том, чтобы, вы знаете, что статья 4, она предусматривает, что при содействии Российской Федерации мы будем ставить вопросы о признании Республики Абхазия другими странами, и в том числе участие Республики Абхазия в международных организациях, в том числе в тех, которые созданы под эгидой Российской Федерации. Поэтому, говоря о рабочей группе, это была инициатива нашей стороны, мы предполагаем, и мы нашли поддержку в этом вопросе, о том, что рабочая группа именно создаст некую дорожную карту в этом вопросе, по которой мы совместно будем уже идти по пути признания Абхазии другими странами. Я думаю, это очень полезная такая инициатива, которая была поддержана, и это даст нам возможность более эффективно проводить наш внешнеполитический курс именно в части признания Абхазии на международной арене. У вас также состоялись встречи в посольствах Сирии и Венесуэлы. Да. Подробнее расскажите нам об этих встречах. Мы в тот же день встречались после встречи с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем. У нас прошли встречи в посольстве Сирийской Арабской Республики и в посольстве Венесуэлы. Хочу отметить, что и там встречи проходили действительно в такой дружеской атмосфере. Посол Сирийской Арабской Республики Риад Хадад, мы проговорили с ним. Он, кстати, хочу отметить, что поблагодарил руководство нашей страны за то, что в тяжелое для Сирии время наша республика нашла возможности для того, чтобы принять граждан Сирии, которые по сей день находятся здесь у нас. Говорили о возможных перспективах нашего сотрудничества. Но беседа была очень теплая. Мы наблюдали это даже по видео, которое... Беседа на самом деле была очень теплой. Да, беседа была очень теплой. Хочу сказать вам, что все-таки есть у нас определенные надежды и определенные перспективы, которые, возможно, придадут некий импульс к установлению каких-то взаимоотношений с Сирийской Арабской Республикой. Предпосылки к этому есть. В посольстве Венесуэлы, там сейчас в стране кризис, насколько мне известно. Венесуэла — это наш партнер. Да, действительно, сегодня в стране кризис. Мы выразили надежду на то, что президент Венесуэлы вместе со своей командой преодолеет этот кризис, тем более, что, как заверил нас временно поверенный в делах Венесуэлы, что народ на самом деле поддерживает господина Мадуро, и мы надеемся, что этот кризис, он носит такой временный характер, и в ближайшее время ситуация там наладится. Если говорить о перспективах нашего двустороннего сотрудничества, у нас на сегодняшний день есть хорошая договорно-правовая база с Венесуэлой. Мы планируем ее расширить. У нас сегодня в стадии согласования порядка 4 соглашений с Венесуэлой. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, будет визит делегации Венесуэлы сюда, в Абхазию. Как минимум, мы эти вопросы обговаривали. Поэтому в зависимости от той ситуации, которая будет складываться в Венесуэле, уже будет зависеть возможность приезда сюда делегации. Но мы надеемся, что она состоится. В целом, перспективы и нашего сотрудничества с Венесуэлой я рассматриваю как очень хорошие. Тем более, что заинтересованность есть у обоих сторон, как у Венесуэлы, так и у Абхазии. Как вы оцениваете процесс женевских переговоров? Имеет ли вообще перспективу этот процесс? Женевский формат на сегодняшний день — это единственный такой представительный форум, где мы можем доводить до широкой международной общественности наши позиции. К большому сожалению, позиция, которую заняла сегодня Грузия,
та неконструктивная позиция по отношению и ко всем участникам приводит к тому, что по сей день мы не можем подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы. Да, более того, хочу сказать, что грузинская сторона сегодня не готова даже на подписание совместного заявления. Но при всем при том, женевские дискуссии нам сегодня дают возможность ставить вопросы, касаемые гуманитарного характера. Вот. Как вы знаете, вчера буквально у меня состоялась встреча с сопредседателями женевских дискуссий. На этой встрече мы четко обозначили те позиции, те критерии, которых мы будем придерживаться. Исходя из того, что женевские дискуссии они проходят раз в квартал, и есть время к тому, чтобы подготовиться к следующим дискуссиям. И основной акцент, конечно, это работа в первой группе, где стоят вопросы о подписании соглашения. Но и говоря о второй рабочей группе, где рассматриваются вопросы гуманитарного характера, мы на следующие дискуссии вынесем тоже ряд своих предложений, которые, я предполагаю, будут поддержаны сторонами и которые, наверное, придадут некую динамику в вопросах. А непосредственно могу сказать, что вчера мы предварительно ставили вопрос о возможности признания наших абхазских паспортов в качестве проездных документов. Вопрос, конечно, действительно сложный, он вопрос, который носит политический характер, но сопредседатели согласились с нами в той части, что этот вопрос необходимо рассматривать. И готовы в этом вопросе предоставить нам международных экспертов, которые бы могли сделать анализ в этом вопросе, потому что в мире прецеденты существуют. И когда на дискуссиях ставят вопросы о правах грузинского населения, их право на передвижение, это те же самые граждане Абхазии, все-таки, мне кажется, неверно рассматривать этот вопрос в таком сугубо узком контексте. Его надо рассматривать широко. Раз мы говорим о праве человека на передвижение, то, соответственно, мы должны говорить и о возможности того, чтобы наши граждане могли по нашим паспортам передвигаться по миру. На женевских дискуссиях и переговорах постоянно однобокая подача информации. Вот много лет уже только с грузинской стороны, да, позиция грузинской стороны всегда рассматривается более конкретно. Могу сказать, что мы вот вчера тоже отмечали этот вопрос. На самом деле динамика немного меняется. Если приводить сравнение о том, какие были женевские дискуссии в самом начале и что происходит сегодня на этих женевских дискуссиях, то даже сама атмосфера, которая царит внутри, да, она как-то больше располагает к работе. Вот. Наверное, как бы уже и стороны привыкли вообще к этому формату. Как вы думаете? Вот я думаю о том, что, наверное, все-таки стороны привыкли уже к этому формату и уже как-то более стараются конструктивно и прагматично подходить к тем вопросам, которые стоят. Вот. По крайней мере, с нашей стороны вчера было об этом заявлено, что для нас очень важно видеть результаты этой работы. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего признания независимости нашей страны и какую работу МИД намерен проводить? Знаете, работа ведется, она началась не сегодня, работа ведется очень давно в этом направлении. Сегодня мы, имея в виду Республику Абхазия, на международной арене мы представлены очень хорошо. Мы сегодня стараемся и придерживаемся всех тех международных норм, которые существуют. И, кстати, это отмечается и на женевских дискуссиях, в отличие от многих позиций, где грузинская сторона выглядит в негативном свете. Но говоря о широком международном признании, хочу сказать, что это действительно очень кропотливая работа. Работа, которая направлена на то, чтобы довести до понимания стран,
что Республика Абхазия – это сегодня состоявшееся независимое суверенное государство, где соблюдаются все основные права человека. И, наверное, такой важный момент, который бы я хотел отметить, что признание страны – это не только работа Министерства иностранных дел. Наверное, это такой целый комплекс, который должен происходить в стране, мероприятий, которые будут создавать именно, формировать позитивный имидж страны. И, наверное, одно из главных в этом вопросе все-таки это внутриполитическая стабильность в стране. Вот если присутствует она, то остальные вопросы решать гораздо легче. Поэтому у меня есть надежда на то, что будут у нас хорошие позитивные изменения в этой части. Наша страна является очень серьезным международным игроком, как бы это ни звучало. И в ближайшее время, наверное, мы сможем видеть то, что будет происходить. Я надеюсь. Ну, давайте на этой позитивной ноте закончим нашу беседу. Спасибо вам, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. У нас в гостях был министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове. Какими будут события следующей недели, мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске. Увидимся.